Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А маёй сённяшняй суразмоўцай будзе капітан женскай зборнай Беларусі па баскетболе, прызёр чэмпіяната Еўропы, удзельніца 2 алімпіяд, увогуле топ-баскетбалістка Екатерина Снытина. Добрый день, Екатерина. Да, добрый день, очень приятно. Выбачайте, что адарваў вас от заняткаў, от тренировок, бо ведаю, что для вас нема ні адпачынкаў, ні святаў, нічога, толькі тренировки и толькі спорт. На самом деле это уже изменилось. 6-7 месяцев я поняла, что я больше, чем спортсмен, больше, чем просто атлет, и я гражданин своей страны, и поэтому практически каждый день, не только у меня, но и практически у всех ребят из активистов, свободных спортсменов, у нас по 1, по 2 интервью, то есть мы постоянно рассказываем о том, что происходит в нашей стране, не только в спорте, но и вообще в стране в общем. Я, можа быць, раз уж так супала, такая ўсё ж таки пачатак вясны, пэўныя святочныя дні надышлі, і ўсё ж таки ёсць такія пэўныя спрэчкі да гэтага часу, потому что вот мы катэгарычна адмовіліся святкаваць 23 лютага. Але 8 сакавіка, вось асабіста для вас гэта свята ці не? І ўвогуле некаторыя кажуць, што святы не святы, зараз такі час, што не да святаў. Вот увогуле для вас гэта дзень што-небудзь азначае? Фонд и свободные спортсмены решили приурочить к 8 марта новый марафон свободы. И он будет посвящен только женщинам, которые на данный момент находятся в заключении. Это политические заключенные. На сегодняшний день их 38, только женщин политических заключенных. Поэтому в этом году лично для меня 8 марта ассоциируется только с этим. Но я думаю, я надеюсь, что в свободной Беларуси мы всем народом решим, потому что надо будет делать еще один день, посвященный женщинам, невероятным женщинам Беларуси. Я думаю, мы выберем какой-нибудь августовский день, 12 августа, например. И я думаю, в Новой Беларуси мы будем праздновать 2 праздника. И 8 марта Международный женский день, и вот, допустим, скажем, 12 августа День невероятных белорусских женщин. Добре, давайте тады, можа быць, троху пра спорт. Вы писали, дакладней, у вашым інстаграме быў такі допіс, кавалак з інтэрв'ю вашага пра тое, што вам прапанавалі падпісаць кантракту, і ў кантракце там былі пэўныя пункты, якія вас не задаволілі, і адпаведна вы сказалі, што я гэты пункт выконваць не буду, а гэта пункт, які забараняў бы вас даваць такое інтэрв'ю, размаўляць са мной зараз. І што на сённяшні дзень? Ёсць якія-небудзь сігналы? Ці застаецеся вы да гэтага часу яшчэ у сборной Беларуси капитаном сборной? Да, я все еще капитан. Мой действующий контракт заканчивается 31 марта. На данный момент я получила уведомление от нанимателя, что они не могут подписать мой контракт в таком виде. Я направила им запрос с уточнениями. Уточните для меня, что означает этот пункт, с кем я должна согласовывать свои интервью, какой срок на согласование, есть ли список каких-то определенных СМИ, с кем мне надо или не надо, или вообще без шансов согласовывать, касается ли это моих соцсетей, допустим. Есть такой момент, когда игра заканчивается, вот на чемпионате Европы, мира, Олимпиада, игроки обязаны после
с площадки мы обязаны уходить через специальный коридор, где стоят международные спортивные СМИ. И что делать в этом случае, если кто-то, кому я 20 лет спокойно давала интервью после игр, начнет задавать мне вопросы, которые потом моему нанимателю покажутся некорректными, ну, допустим, вот такая. Вот, то есть я отослала еще запрос, да, наверное, запрос для уточнения, что именно означает этот пункт. Посмотрим, я еще не получила ответ, просто даже интересно. Ну да, усім цікава, чым это скончыцца, таму што гледзячы па тым, што адбываецца у Беларусі, як вось просто так бяруць і выкідваюць са зборнай спартсменаў, якія столькі сілаў аддалі спорту, як звальняюць настаўнікаў года, як просто так не падпісваюць кантракты з вядомымі і знакамітымі лекарамі, ну то тут цікава будзе даведацца, чым усё это скончыцца. Катерина, я хотел бы все ж таки вот крыху зазірнуць у гісторыю. Я шмат з кім пасля жнівеньскіх падзеяў, з таких актыўных удзельнікаў падзеяў размаўляў і задаваў пытанне, мне было просто цікава. Казаў, а вот да гэтага жніўня, да гэтага лета 2020 года вы ўвогуле цікавіліся палітыкай? Для вас было важна, хто там ідзе на выбары, як там лічаць галасы, што адбываецца, калі людзі пасля выбараў на плошчу выходзяць? І шмат хто казаў, што вот менавіта гэта кампанія яго чамусьці ўскалыхнула. Як было у вас? Аналогично. Действительно, я до этого лета, вот буквально до 9 августа я не интересовалась политикой в моей собственной стране. У меня даже, я даже на самом деле после завершения своей баскетбольной карьеры не планировала оставаться и жить в стране, потому что мне было некомфортно на самом деле. И у меня не было конкретной страны, где бы я хотела остаться после карьеры, но у меня было такое ощущение, что я не хочу жить в Беларуси вот круглый год, да. Но это лето изменило меня в том плане, что я увидела, что перемены возможны, сколько много вокруг меня людей, которые хотят этих перемен в собственной стране, то есть невероятных, интересных, умных, просто фантастически активных людей. И вот эта энергия людская, да, вот эта вот народная энергия, она меня просто до сих пор подпихивает. И тогда она еще в августе изменила мое мнение. И я решила для себя, что я после баскетбола, после своей карьеры 20-летней, я бы хотела остаться, жить в Беларуси и делать что-то для своей страны. И действительно, вот все это время, пока я играла, конечно, какие-то отголоски, там площадь 2010-го до меня доходили, но меня на тот момент зимой меня не было в стране, и я так сильно не интересовалась. Вот, поэтому я действительно 2020 стал для меня это рождение не только нации, но для меня лично как гражданина своей страны. З'явілася такая, некалькі нават таких цікавых прымавак пасля гэтага лета і восені 2020. Адна з іх мне вельмі падабаецца, гучыць так: беларус беларусу беларус, а трэцяе: мы не ведалі адзін аднаго да гэтага лета. І калі я пачуў вось гэтыя словы ад тытуляваных спартсменаў, да прыкладу, вот Константин Яковлев признаўся, что не ведаў Егора Мешчаракова до гэтага. Он вам привет передавал, я только что вспомнила. Кто, Мешчараков ці Яковлев? Не, Константин. Ну, Константин не так далёка, як вы ад нас, мы з ім перыядычна перапісваемся, але ўсё адно дзякуй. І мне было дзіўна, там, што вот той же самы Яковлев і з Леўчынкай не быў знаёмы да гэтага. Вы вот як адчуваеце вот гэтую менавіта вот прымаўку на сабе, што я не ведаў гэтых людзей да гэтага лета, а зараз вот як быццам мы адна сям'я? Это действительно так. Потому что я вам скажу больше, что даже я не знала настолько до этого лета ни Егора, ни Никиту. То есть, это странно, абсурдно не звучало, да, один вид спорта, мы вроде вращаемся в одном круге, да, каком-то и так далее, но я знала, что это Егор Мещеряков, там,
были такие разговоры: привет, там, как дела, все хорошо, там, хорошей игры или отлично отыграла и так далее. Вот такие вот такие дружественные, да. Но вот именно узнать человека, какой он, какие его взгляды, и я думаю, именно вот это вот случилось с нацией, что мы просто увидели, что у нас одни взгляды, у нас одни взгляды на перемены. И это намного раскрепостило нас, потому что я получаю сотни сообщений. Я сама пишу людям, что какие вы классные, кому-то помогаю, кто-то помогает мне. И это действительно, мы очень часто заканчиваем после какой-то поддержки, да, там идут слова поддержки, спасибо там за помощь и так далее. И ответ практически всегда это белорусу, белорусу, белорусу. Это практически это как не за что, это вообще даже нету проблем. То есть обращайтесь в любое время. Это вот такое, как, не знаю, какое-то кодовое слово, кодовые слова теперь наши. Вот, поэтому это для меня, я лично эту фразу прочувствовала на все 100%, потому что белорусы, не только в Беларуси, но и белорусы зарубежья очень активные, и они очень помогают всем, чем могут. И поэтому вот этот вот какая-то мировая белорусская сеть, да, ну вообще это действительно вот эти слова, это вот это все описывает, что происходит сейчас на данный момент со всеми белорусами. Дарэчы, вот ведаеце, я чамусьці прыгадаў такую, ну, паралель, не паралель, але вот, можа быць, цікава будзе ваше меркаванне пачуць. Ведаеце, вот музыкі, асабліва рок-музыканты, яны заўсёды вот, ну, нейкая такая свая тусоўка, розныя гурты, ну, там на розных фестывалях, яны заўсёды разам, грымёрка там разам, ну, як такое братэрства. Але, скажем, 14-й год вельмі падзяліў вось людзей па пытанні чый Крым, і тыя, хто вот раней у адной грымёрцы браталіся, пасля гэтага нават рукі адзін аднаму не падавалі, падзеленыя гэтым пытаннем. Калі зараз узяць спартсменаў і 2020 год 9 жніўня, калі таксама адныя сталі на бок народа, выходзілі на акцыі з расцяжкамі спартсмены з народам, а другія альбо ціхонечка сядзелі, нічога не казалі, альбо ўвогуле яскрава сказалі: а вот мы, як там этот вядомы ваенком сказаў, мы я бацькі і ганарымся гэтым. І вот адносіны. Як змяніліся адносіны паміж спартсменамі пасля гэтых падзей? Скажу сначала на своем примере, на примере баскетбольной национальной команды. Я встречалась с ними, мы отыграли 3 игры в феврале, неделю провели в отеле вместе. Открытого конфликта не было, потому что как бы мы приехали... Вот идеально, да, идеальное общество, где есть подписанты свободных спортсменов письма, провластного письма и люди, которые вне политики. И мы как бы коммуницировали в одном помещении, находились, да, и мы собрались там, чтобы добиться одной цели, это пробиться на чемпионат Европы, что мы и сделали, в принципе, но такое одно «но» у меня все время таким вот задней мыслью, то, что сейчас в моей стране происходит просто ужас, да, террор какой-то. Вот это такое вот у меня было внутреннее ощущение. Но общаясь со спортсменами, с разными видами спорта, я вижу, что там намного сильнее эта граница прочерчена, что действительно люди перестали общаться друг с другом. Люди, если это не открытая какая-то агрессия, да, то ты просто, как ребята рассказывают, ты чувствуешь, это смена какая-то, вот энергетика и так далее, что это такой негатив идет. Ну, как бы, что с этим можно поделать? С этим можно только приходить на тренировку, да, если такая ситуация, и тренироваться, работать над собой для себя, если это возможно, и как ставить цели и пытаться их добиться. Есть одна сторона, есть другая, есть третья, которым все равно, да. Это наше общество сейчас. Но я горжусь каждым спортсменом, который высказывается и подписал наше письмо и стоит за свои убеждения, за свои гражданские права и так далее. Поэтому... это раскол общества, это понятно. Мне кажется, сейчас в каждом обществе медики, учителя, политики, там, я не знаю, депутаты, там вот все вот это вот, мне кажется, там такой же идет раскол, и есть разделение наши, ваши, и вот кто-то посередине. Это наши реалии сейчас. Я ведаю, што падчас усіх гэтых
жнівеньскіх і пасля гэтых падзей 2020 года вы былі не ў Беларусі. Вы былі у сваім клубе у Турцыі і не маглі чыста фізічна сюды прыехаць. Але з якім пачуццем вы сачылі за падзеямі? І вот не было такога жадання зараз усё возьму, кину там, ці возьму там, как это кажуць на працы, за свой рахунок возьму адпачынак і поеду. Зраблю, як вот віцэ-прэзідэнт ЕПАМ Максим Багрыцоў, который сабраўся из Америки пасля этих вот самых жорсткіх разгонаў у жніўні, приехал в Беларусь. Вот якія были пачуцці? Да, действительно, я в Турцию приехала еще до 9 августа, где-то числа 3, наверное. Первые дни, вот с 9 до 12-13 числа, на самом деле я просто не понимала, что происходит, потому что какой-то как будто какой-то ужасный фантастический фильм, который снимают на улицах моего города, на улицах Минска. Да? Это та картинка, которую я видела в Инстаграме, в Телеграм-каналах, которой я верила и доверяла, то есть как бы как есть, да, то есть я это видела, как это происходит на данный момент на улицах моего города. Конечно, я видела эти марши, эти цепи солидарности. Я понимала, что как классно было бы приехать, да, как классно было бы там находиться, но у меня контракт, это раз. Во-вторых, я стараюсь делать то, что я могу вот в такой ситуации, когда я за рубежом, когда у меня контракт, у меня есть мои обязательства как спортсмена, и как бы отсюда, ну, конечно, у меня был такой заскок, да, что я мало делаю, что надо что-то еще делать там для людей, да, вот такое вот. Но я постаралась сделать свой день, неделю, месяцы максимум забитыми в том плане, что каждый час я что-то делаю для народа или для каких-то изменений в моей стране. На самом деле мне повезло, что вокруг меня мои спортсмены. То есть мы друг друга все поддерживаем, у нас какие-то инициативы и так далее, и мы не стоим на месте и все время что-то пытаемся сделать для улучшения ситуации. Но на самом деле я даже спокойно записываю в копилку каких-то маленьких побед. Это даже если мне за сутки удалось изменить настроение какого-то белоруса, когда мне пишут в Инстаграм, допустим, там, Екатерина, там, мне так тяжело и так далее, уже нету сил, и я человека пытаюсь подбодрить, и если у меня это получается, то я считаю, что день прожит не зря. Как минимум одного белоруса я подбодрила, и кто знает, может, он подбодрит следующего, и, потому что очень много спрашивали, у меня на интервью задавали вопросов, протест сдулся. Протест не сдулся, просто поменялось немного, как выглядит этот протест. Вот. Но я не вижу будущего, при котором люди забыли о том, что происходило на улицах, и простили, и остались жить вот как есть. Да рэчы, у нас тут пытанне такое ёсць да вас. Ці ёсць розніца ў псіхалогіі спартсменаў, якія каманднай ігрой займаюцца, каманднай ігры, вот як вы, напрыклад, і індывідуальнікаў? Я считаю, что есть, потому что очевидная разница – это мы командный вид спорта. То есть я знаю, что, конечно, я настраиваюсь на каждую игру, на победу, что я сыграю свой лучший баскетбол, но все равно ты знаешь, что около тебя еще на площадке еще 4 человека, а за нами еще 7 человек, плюс тренерский состав. То есть ты ни при каких условиях ты не останешься один. Если что-то пойдет не так, тебя есть кем заменить. Есть кто тебе может подсказать вот в эту вот секунду, в этот вот момент. Вот в этом, я думаю, разница, потому я думаю, намного больше ответственность на атлетах, видах спорта вот, индивидуальных. Я никогда для себя не видела индивидуального вида спорта, потому что, я не знаю, мне всегда было как-то весело в команде бегать все вместе и так далее.
Вы в адным са сваіх інтэрв'ю сказалі, што вельмі шмат часу праводзілі онлайн, сачылі за ўсімі навінамі, што адбываецца ў Беларусі. І калі вы пачыталі пра затрыманне Алены Леўченка, пра затрыманне Хіжынковай Вольгі, а нават больш, калі яны выйшлі і расказалі пра тое, што яны там перажылі. Какие были у вас пачуцці? Я могу рассказать о нашем первом разговоре с Леной по телефону после того, как она вышла. Это случилось только, наверное, через 4 дня, потому что до этого времени я понимала, что ей надо какое-то время на адаптацию, акклиматизацию какой-то, чтобы ей успокоиться. И мы созвонились, и я плакала. Я ревела. То есть это было 12 часов ночи, мы разговаривали по телефону, и я 2 часа ревела от того, что она мне рассказывала. Я не могла поверить, что страна, да, что режим делает такое со своими людьми. Особенно если это человек, которого ты знаешь уже 20 лет, то это еще больнее. Вот, поэтому страшно было читать и то, что пережила Оля, и страшно было слушать то, что рассказывала Лена. Беларускае грамадства, ну, по крайней мере, до лета 2020 года было, ну, шчыра прызнаемся, такое дастаткова патрыархальнае стаўленне да жанчын, ну, как бы выдатна, мы вас вельмі любім. Ну, але, як там это Лукашенко сказаў, там, прэзідэнцтва, там, канстытуцыя не для жанчыны. Да. Да. Але мы бачым, вот, пачынаючы ад гэтых 3 жанчын, якіх, ну, можа, хацела пакрыўдзіць, але, на жаль, на яе жаль, сказала ім камплімент 3 грацый. І потым вот усе гэтыя жаночыя пратэсты. Ну, в прынцыпе, жаночы твар беларускіх пратэстаў, прызнаем шчыра. Для вас гэта стала здзіўленнем? Как сказать? Хоть я и читала книги по истории, мне нравится там Эдвард Радзинский, да, вот это все вот исторические вот его книги, романы и так далее, но я не вспомнила ни одного такого примера, где именно много женщин аккумулировали эту свою женскую силу, да, и вышли вот против этого зла, насилия, этой крови. Конечно, со страхом, я уверена, им было страшно, но они понимали, что 3 дня избивали мужчин, и, наверное, теперь настала их очередь встать на их место и продолжить эту борьбу. И вот это, блин, у меня сейчас просто мурашки по коже. И вот даже вот воспоминания об вот этих цепях солидарности, этих невероятных женщинах в белых одеждах с цветами, да даже сейчас, вот было 1 марта, и девушки в красных одеждах вышли, когда огласили приговор Кате Борисевич и Артему Сорокину, тоже эти же девушки вышли, только теперь с черным скотчем на лице, то есть с крестом на лицах, то есть это все еще, девушки еще там, они борются. И вот такие вот моменты дают силы мне лично продолжать что-то делать, даже если я уставшая, даже если у меня уже нету сил говорить или думать, там что-то кому-то отвечать или там интервью и так далее, это то, что заставляет меня продолжать бороться. И, ну, знаете, как в спорте еще понятно, очень сложно, если допустим, берем супермировых атлетов, да, это будет женщина или мужчина, там 100-метровка, там есть разница, потому что физические данные отличаются. Но я не понимаю, как можно такой же критерий применять к чему-то, где нужны умственные способности. Поэтому вот Конституция не под женщину, ну, не знаю. Я вярнуся да вашых слоў пра тое, што да ўсіх гэтых падзей, да жніўня 2020 года, вот чароўная просто такая атрымліваецца фраза, вы не хацелі жыць у Беларусі. Вы думалі, што вот калі закончу кар'еру, дзесьці там найду сабе, назовем это так, цёплае месцечко. Але зараз сітуацыя змянілася, і вы у сваім інтэрв'ю з адным сказалі, што як закончыцца кантракт у красавіку маі, вяртаецеся ў Беларусь.
І тут першае пытанне, ваши планы не змяніліся, і другое, вяртаюся ў Беларусь канчаткова или ну приеду тут вот на месяц, пакуль там наступны контракт не пачнецца? На самом деле сейчас март 2021, я не могу ответить вам на этот вопрос. Я не знаю. Я не знаю, что вообще будет в мае. Я не знаю, там, грубо говоря, за мои посты в Инстаграме, захотят ли они меня арестовать. Я уже не говорю о том, что уволить из сборной, из национальной команды, как бы это уже ходит как-то на второй план, да, то есть как бы сейчас даже присутствует то, что происходит в Беларуси, вот этот правовой дефолт окончательный, сейчас даже просто, наверное, за комментарии, да, в том же Инстаграме, Телеграме людей арестовывают и сажают на сутки. Как бы поэтому сейчас, конечно, с одной стороны, мне страшно, с другой стороны, мне хочется приехать, мне хочется вернуться в страну, встретиться со всеми этими людьми, кто сейчас там, и поддерживать их, и что-то делать для вот этой борьбы. Поэтому я, к сожалению, сейчас я не могу вам ответить на этот вопрос. Давайте поговорим в мае. Ну да, сапраўды, асабліва, калі ўлічыць вось вашыя гэтыя інтэрв'ю, у тым ліку зараз вот цяперашнія, вашыя відэо, якія вы выкладаеце ў сябе і ў Фэйсбуку, і ў Інстаграме, і пасля прысуду Кацярыне Барысевіч, вот калі вы таксама былі з заклеенымі вуснамі. Ну, это просто, это настолько абсурдно, да, это настолько здравомыслящий человек не может принять этого просто. Вот такого приговора. Но это вообще люди, выполняющие свою работу, выполняющие работу честно и получают уголовные сроки, но это страшно. Да, сапраўды. Ну, з іншага боку, ведаеце, потым таким сумным жартам пачалі казаць вот нараўне з этим беларус, так яшчэ адно, не сядзеў, не беларус. Ну, на фоне больш як 30 тысяч тых, хто адсядзеў, і колькі тут яшчэ ўжо, відаць, пад 40 тысяч. Да, але ўсё гэта... Ну, знаете, я вас перебью, извиняюсь, мне очень много людей пишет, и я общаюсь, и очень многие мне говорят, что они не боятся суток. Люди, как бы, это режим должен был настолько испугать людей, что люди вообще в страхе попрятаются в свои квартиры, но этого не случилось на самом деле. Какая-то уличная активность спала, но просто по общению с простыми людьми, с народом, да, я понимаю, что когда давно эта черта, да, невозврата, мы ее перешли, и мне люди пишут: Екатерина, я суток не боюсь, будь что будет, но я хочу перемен в своей стране, это опять же, это вдохновляет. Вы ізноўку ўзгадалі зборную. Уявім сабе сітуацыю, што яны чамусьці вырашаюць, ну я маю на ўвазе яны, это вот функцыянеры, пачынаючы ад спартовых і там дзе-небудзь в адміністрацыі ці яшчэ дзе-небудзь, і пакідаюць вас на гэтым месцы. І вот вам выходзіць на гульню ў складзе зборнай, жаночай зборнай по баскетболе Рэспублікі Беларусь, адпаведна надзяваць эту форму. Вы здольныя будете адзець вось гэтую форму у выглядзе чырвона-зялёнага сцяга с гербом? Ну, скажу, что мне опять же повезло. Это решение мне надо принимать намного позже. Поэтому сейчас на данный момент я не могу вам ответить. Хочу просто вот разобраться вот со всей этой ситуацией, немножко подоставать Министерство спорта вот со всеми своими запросами, потому что мне присылают контракт. Я с чем-то, знаете, как вот мы подписываем наши контракты вот в зарубежных клубах. То есть клуб присылает контракт агенту или мне, мы его смотрим, что-то нам не нравится или что-то мы хотим добавить, мы отсылаем обратно. То есть идет такое обсуждение, идет диалог. Нету такого, что вот тебе контракт, на, подписывай, не подписываешь, свободно, да, такого нету. Поэтому я не оставляю попыток какой-то диалог между вот министерством и мной провести и просто вот добиться вот этих уточнений всех, потому что
дают на подпись новый контракт, не объясняя, что за новые пункты там появляются, и это просто немножко такая абсурдная ситуация, и при этом я не могу добиться ответа на элементарный вопрос: объясните мне вот этот новый пункт в моем контракте, в контракте на год. Вот, поэтому, опять же, чувствую, на май можно уже договариваться на интервью. Лаўлю вас на слове, дагаворымся. Тым не менш, на вас не спрабавалі выйсці, можа быць, з міністэрства ці там яшчэ якія-небудзь людзі і пагаварыць на тэму, што Кацярына, навошта вы гэта робіце? Спорт жа ж ён па-за палітыкай. Давайте вам трэба медалі зарабляць, а не лезці ва ўсё гэта, перастаньце. Поза политикой, даже сегодня появилась информация, что 2 девчонок-гандболисток, которые подписали письмо свободных спортсменов, их не вызвали на сбор в национальную команду. Спорт, не политики, нет, это уже не про нас, уже давно не про нас. Конечно, были разговоры со мной, вокруг меня. Ты же все понимаешь, Катя, ты же все понимаешь. У меня иногда ответ это: нет, я не понимаю, объясните мне. Или у меня такой же ответ в ответ, да, ты же все понимаешь, то есть это не такое давление, да, какое оказывают на спортсменов. Сколько кейсов я видела, читала, люди рассказывали мне. Но это вот эта фраза, я не знаю, откуда эта фраза вообще появилась: ты же все понимаешь. И в этот момент мне хочется кричать, и говорить, что я не понимаю, объясните мне, как вы это делаете, зачем вы это делаете. То есть зачем увольнять олимпийских чемпионов, да, зачем этот весь террор устраивать, репрессии по поводу людей, которые просто высказались против насилия в собственной стране над собственным народом. Этого я не понимаю, поэтому на любые Катя, ты же все понимаешь, у меня просто уже начинает сносить крышу в том плане, что вы тоже все понимаете, но вы все равно это делаете. Как-то так. Яшчэ один аргумент, які я чуў ад гэтых чыноўнікаў, што радзіма ж ім усё дала, стока грошай, стока сіл у іх укладзена. Прэзідэнт іх левай грудзью сваей вскарміл, а яны такія неўдзячныя, можна сказаць, здраднікі. Адчуваеце сябе, что вы такая вскормленная грудью Лукашенко и здрадили? Нет, я не чувствую себя вскормленной левой грудью. У меня трудовое соглашение. Я не понимаю, почему они считают, что мы какие-то рабы, которых они взяли под свое крыло, и мы им обязаны всем, и не только своим здоровьем, но и обязаны молчать, если это не совпадает с их точкой зрения. Это очень странно для меня. Вообще сама психология, почему они так думают, я не могу этого понять. Я подписываю контракт. У меня контракт с Министерством спорта. Мой первый контракт с Министерством спорта я подписала в 2009 году. До этого еще я выступала за национальную, за молодежную команду и так далее. То есть, даже если считать с 2009 года, то это трудовой договор. Я обязуюсь делать свой максимальный результат для достижения медали высших мест, да, национальной команды. Они мне за это платят. Это моя зарплата. Брать в расчет, сколько у меня было переломов, моих операций, сросшихся костей и не сросшихся костей, этот палец просто смотрел в другую сторону на чемпионате Европы, и я играла. Это что? Это я не понимаю. Это трудовой договор, то есть у нас обоюдное обязательство. И говорить, что они нас скормили, этого мне не понять. Я начинаю заводиться, и Дмитрий, вы знаете, как меня завести в этом плане. Не стрымливайте себя, Катерина, не стрымливайте. Нет, слушайте, мы их взрастили.
как будто меня подобрал какой-то чиновник на улице, там, не знаю, голой, изможденной, отмыл, накормил и вот помог играть в баскетбол. Это и была их работа организовывать изначально детская школа «Горизонта» баскетбола, да, то есть если считать так, что вот у меня взрастила баскетбольная школа «Горизонт», если уже вот так вот брать, потому что это то, под чьим крылом я росла, и вот изначально становилась баскетбольным игроком, и потом уже чем-то большим, да, там, национальной команды и так далее. Вот. Но когда чиновники говорят, что мы их взрастили, и они предали нас, ну, это вообще, это что-то с чем-то. Я яшчэ раз вярнуся да сітуацыі вот это падзела, які зараз не толькі ў беларускім грамадстве, але і ну, в прынцыпе спартсмены это частка беларускага грамадства і там таксама падзел. Вот вы разумееце, напрыклад, ну, канешне не даказана, але ўсё ж таки расследаванне ідзе, і той же самы Мешчаракоў расказваў пра тое, як да яго прыязджалі спартсмены і там спрабавалі на яго наехаць, чтоб ён сцішыўся і меней выступаў. Ці, скажем, вот гэтыя спартсмены, якія прыязджалі на плошчу пераменаў зразаць лентачкі, а магчыма і мелі дачыненне да забойства Романа Бандарэнкі. Вот як вот мы зараз сядзім і думаем, як вот беларусы хай сабе ў форме могуць ставіцца так і так здзекавацца з беларусаў жа. А вот не было такого думкі, вот як спортсмены могуць так сябе паводзіць? Ну вот на самом деле никогда не переводила именно, это спортсмены, как они могли так сделать. А действительно у меня в голове сидит мысль, я ее не понимаю, как это произошло, что вот эти вот все зверства, которые изначально происходили на первой, да, на Окрестина, и вот до сих пор то, что происходит, это в принципе, это белорусы делают с белорусами. То есть никто не приехал к нам в страну и не начал бить белорусов. Это все делают белорусы. И вот это самое страшное для меня на самом деле. Как так получилось? Как настолько сильные, вот диаметрально противоположные, да, тут люди снимают обувь, чтобы встать на лавочку, и буквально через дорогу ОМОН делает коридоры из дубинок, где прогоняют людей и бьют их со всей силы, как животных просто. И при этом еще оскорбление, это вообще это самое, наверное, меньшее зло, что они делали. Вот именно вот этот у меня такой дисбаланс, я не могу принять вот эту мысль, что это белорусы. Эту жесть делают белорусы. Вот это самое страшное для меня. Да, сапраўды. Вот гэтыя словы, калі вы слухали, я ведаю, что вы слухали вот гэтыя відэазапісы, дзе, скажем так, злітыя байполам запісы, дзе чуваць размовы пра канцлагеры для востракапытных, пра тупаватых і недалёкіх беларусаў, якія не бачаць далей за 5 метров от своего носа. Там была фраза, это было одно предложение. Можно ругнуться? Можно. Вам Они, суки, даже не читают. Даже не готовилась, честно. Вот книжка лежит рядом. Кто тут у нас? Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексеевич. Мы читаем, кстати. Мы читаем. Я не знаю, это тоже. Вот эти вот все сливы, это просто, это и какое-то опустошение у меня, а потом злость, и вот опять этот прилив этой силы продолжать долбить, делать что-то, комментировать, потому что я надеюсь, мои комментарии кого-то достают. Я надеюсь, у кого-то из моих комментариев хотя бы глаз дергается, понимаете? Хоть что-то делать против вот этого вот. Это беспредел. Это какой-то вообще, не знаю, нацизм какой-то. Я не знаю, я не понимаю. Судячы по вашей фото одной с вашей Инстаграм, где вы сидите у масцы бел-чырвона-белой с погоней, бел-чырвона-белый сцяг стал вашим сцягом. Як вы думаете, вот тое, что зараз робіцца адносна нацыянальнай сімволікі, гэтыя рэпрэсіі, гэтыя спробы задушыць на карню, яны спрацуюць? Нет.
Конечно, по Инстаграму даже, вот, грубо говоря, да, люди, то есть, и вот как помните наши ленты, да, в Инстаграме, там, в августе, сентябрь и так далее, то есть просто все белое, червоно-белое и так далее, но нету ни одного дня, чтобы я не увидела видео, как приезжает МЧС или еще кто-то и снимает ленточки в разных частях города. Что-то опять закрашивают, откуда там соскребают наклейки с этими цветами. Это действительно стали народные цвета. Люди их полюбили как никогда раньше, и огромное идет отторжение зеленого, зеленого и красного вместе. Поэтому я действительно, я никогда на самом деле не... Ну, представь, всю свою жизнь я играла под красно-зеленым флагом. Всю свою жизнь перед игрой играл гимн, я его с удовольствием пела, обнявшись со своей командой, смотрела на флаг, представляла победу, представляла, как мы выиграем, как болельщики с такими же флагами на трибуне будут кричать, и мы их будем благодарить за то, что они с нами и так далее. Вот это все время я жила вот так. И вот эти игры в феврале, когда были, и я играла в национальной команде, и перед игрой было представление, и я слушала этот гимн, и у меня внутри было такое отторжение, что он у меня теперь, и этот флаг, и гимн ассоциируются только с насилием, только с террором, только вот с этим режимом, который уничтожает собственный народ. Вы, па вашых жа словах, самае каштоўнае, што ў вас ёсць у вашай кар'еры спартовай, гэта медаль за чэмпіянат Еўропы 2007 года. І вы выставілі яе на аукцыён, каб грошы потым пералічыць у фонд спартовай салідарнасці. І гэта не адзінкавы выпадак. Іншыя спартсмены выстаўлялі таксама свае медалі, нейкія рэчы свае памятныя. Музыкі, там, скажем, Ігор Варашкевіч з Крамы выставіў сваю гітару, «Здай дарогу» вакаліст выставіў сваю карціну. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Вот што гэта? Адкуль гэта вот усё ў беларусах? Солидарность? Да. Ну вот, здаецца ж, раней такога не было. Попробуй дапрасіся, каб скінуліся на што-небудзь. Ну, мне кажется, это началось еще с ковида, еще до августа, когда люди поняли, что, в принципе, ждать помощи неоткуда, а надо помогать сам себе или друг другу. И люди собрались и начали помогать друг другу с теми же, как организовалась инициатива, которая помогала медикам, доставляла им практически первой необходимости средства защиты. Да? Вот мне кажется, это еще оттуда пошло. Потом все помнят эти перебои с водой, опять же, когда все это происходит. Люди из других районов привозят воду одному району и так далее. Мне больше всего, наверное, запомнилось, когда в Новой Боровой отключили воду специально. И, ну, то есть, представьте, практически уже холодно, да, и так далее. Ковид в самом разгаре, и создаются чаты, где люди пишут, создаются чаты, приезжайте помыться у нас, приезжайте постирать у нас, приезжайте там с детьми, допустим. И, наверное, самый такой чат, который меня просто... Ну, я ревела. Ну, таких моментов я реву. Это был чат, что люди пишут, мы болеем всей семьей короной, если у вас корона, приезжайте, помойтесь и будете вместе с нами болеть, не бойтесь, ни мы вас не заразим, ни вы нас, потому что мы уже все болеем. То есть вот это вот какая-то... Это неимоверная солидарность, да, которая, наверное, была в нас все это время, но мы ее не показывали друг другу, мы ей не делились. У нас, наверное, не было таких ситуаций в стране до этого момента, до этого лета, когда нам надо ее настолько сильно проявлять, чтобы выжить. На самом деле я это сейчас так вижу. Коли заговорили... И все вот эти медали, в принципе, эти инициативы идут от того, что изначально народ друг другу проявлял солидарность. И ты как спортсмен, ты сидишь и думаешь, как я могу помочь в данном моменте, в данном случае, опять же, своим спортсменам репрессированным.
И раз есть такая инициатива, я с удовольствием в ней поучаствую. И вот отсюда вот это все идет. Надежда Остапчук выставила свою золотую медаль 2005 года. Это очень сильный поступок, я очень ей горжусь. И вообще я очень рада, что стою плечом к плечом вместе с ней. Калі мы заговорили про солідарнасць, вот мы так назіралі солідарнасць беларусаў, а як на якім узроўні праявілася солідарнасць спартовай міжнароднай супольнасці? Вот адчулі вы солідарнасць, калі, скажем, вот затрымана была Алена Леўченка, увогуле як спартовая супольнасць рэагуе на гэтыя падзеі? Вот мы назіралі за тым, як спрабавалі захаваць у Беларусі хакейныя функцыянеры чэмпіянат по хакею у Беларусі. І вот як вы ацэньваеце? До ареста Лены за несколько дней до этого мы с ней разговаривали, и она предполагала такую возможность, что она будет арестована. И мы с ней обсуждали, что делать, как делать и так далее. И тогда она мне сказала, что если это случится, пиши всем. Пиши всем в баскетбольном мире, чтобы все знали, что происходит, что такая ситуация, так как она очень знаменитая спортсменка, она в мире знаменитая спортсменка, через вот эту известность, через остальных известных людей мы обязаны были донести эту информацию мировой общественности, что, в принципе, мы и сделали. Это начиная от того, что я написала практически всем ее друзьям, кого я знала и кого не знала даже на самом деле, просто открыв ее Инстаграм, и я залезла в ее подписки и вот написала просто всем подряд. Очень много людей, с которыми мы пересекались в национальных сборных, играя друг против друга. То есть не только капитаны национальных команд, практически все игроки, практически каждой национальной команды ответил мне, выставил пост или писали, помогали мне писать, нам писать в свои федерации. То есть очень много федераций нас поддержало. Именно вот опять вот эта вот информационная поддержка. И как бы мы об этом всем рассказали, об этом все знали. Вот это была такая ситуация, которую мы не имели права оставить только тише, это только в Беларуси, больше никто не должен знать. Нет, об этом должны узнать все. И это было очень тяжело для Лены, но это был такой, наверное, толчок в плане, что белорусская общественность спортивная заговорила и просила помощи у остальных спортивных инициатив, спортивных федераций, и практически все откликнулись. Было очень много интервью спортивным, международным СМИ, очень крупным, там Вашингтон-Пост и так далее. То есть мы просто долбили, мы просто обязаны были об этом рассказать всем, кому только можно. Вот глядзіце, зараз у нас атрымліваецца, існуюць паралельна две Беларусі. Вот новая Беларусь з вами, с Леўченкай, з Герасіменей, з Косцей Яковлевым, там, з Аракеляном, Вольскім і всеми астатнімі мільёнамі. І другая Беларусь, чырвона-зялёная. Вы уяўляеце сабе такую сітуацыю, ну вот калі гэта ўсё зацягнецца, вот это існаванне двух паралельных Беларусяў, што праз пэўны час на якое-нибудь там спаборніцтва, там, чэмпіянат Европы ці Алімпіяда прыязджаюць две зборныя ад Беларусі. Одна под чырвона-зялёным сцягам, а другая под бел-чырвона-белым. От незалежных... Вот, от... Нет, сейчас вы мне так описали, я как бы даже так это не представляла. На самом деле не знаю, как это... Я не знаю, как мы... Если вдруг это все затянется, я не знаю, как мы будем вместе существовать. И дадут ли нам вообще возможность играть, заниматься нашими любимыми видами спорта, делать нашу работу. Поэтому... А вы не будете у іх пытацца? Вы вот зараз же ж, як Герасіменя, там свае нейкія падрыхтоўчыя курсы. У вас таксама свая ініцыятыва вот вучыць гуляць і все такое. Создали свою команду, свою сборную. Мы уже как бы практически у каждого из нас есть какие-то свои проекты. Недавно запустили Академию чемпионов для маленьких и для детишек, в принципе, потому что
мы создали платформу, где мы можем делиться своими знаниями с людьми. То есть, может быть, кому-то именно этого не хватает, кому-то не хватает, может быть, общения, да, со спортсменами, которые могут рассказать, как это было для них, на какие грабли они наступали, какие ошибки они делали. Вот, поэтому как бы посмотрим, как это все будет выглядеть и к чему мы придем, и вообще, что будет, будущее, не знаю, пока закрыто будущее. Дарэчы, пра будучае, шмат размоваў пра тое, што беларусы змяніліся і ўжо, ну як кажуць, што назад у цюбік пасту не запіхаеш, так вот і змены гэтыя незваротныя. Тым не менш, гісторыя паказвае, што ну бываюць і сілай заганяюць, паварачваюць ход гісторыі назад. На ваш погляд, все ж таки, ці магчыма, што змены, якія адбыліся ў беларускім грамадстве, яны неяк вот іх павярнуць назад, што беларусы сыдуць з гэтага шляху? А вы в это верите? Так, не правакуйте мяне. Я не провоцирую. Ну, то есть я не рассматриваю, у меня даже нету. Даже вот 3% я не даю тому, что обратно пасту в тюбик. Ну как? Ну невозможно. Просто потому, что мы не остановимся. Ну это наши гражданские права. Это нас лишают права голоса, свободы передвижения. Вообще всех любых прав, какие они захотят, они нас просто лишают. Я вижу, что происходит в Беларуси на данный момент. Поэтому остановиться, ну... На завяршэнне я таксама вельмі спадзяюся, што змены незваротныя, таму што вот ўсё ж таки на такія змены, каб беларусы нарэшце адчулі сябе беларусамі, каб у іх прачнулася не толькі прага да свабоды, да справядлівасці, але і цікавасць да гісторыі, да традыцый, каб нарэшце яны зразумелі, што такое бел-чырвона-белы сцяг. Ну вот ім дапамаглі гэта зразумець, гэтыя падзеі. Так што я таксама вельмі спадзяюся, што гэтага не здарыцца. На завяршэнне, вот у вас ёсць магчымасць звярнуцца, выказаць некалькі там слоў, не ведаю, якіх заўгодна, просто падтрымкі, там ці яшчэ чаго-небудзь, там ці проста там да беларусаў і да таго боку. Назовём это так. Вот сядзіць там, можа быць, з Коляй Александр Лукашенко і слухае вас, што вы гаворыце. Ён же ж вялікі спортсмен, яму цікава. Так, ну начнем с белорусов, да? Да. Дорогие белорусы, котики, все будет хорошо. Главное не останавливаться. Если вам кажется, что вы не знаете, что вам делать, что все это бесполезно или бессмысленно, это не так. Старайтесь делать хоть что-то для победы, для общей победы. Потому что если каждый из нас сделает хотя бы какой-то маленький шаг, какое-то маленькое изменение, окажет какую-то помощь, поддержку, вот такие даже мелочи, если вам кажется, что это мелочь, это не мелочь. Все это все в копилку нашей общей победы. Огромные штабы работают, очень много людей работают и в Беларуси, и за рубежом для вот этой вот победы, чтобы все мы встретились и отпраздновали в свободной Беларуси. Это будет самое большое, невероятная вечеринка, просто мега в истории Беларуси, и я не могу ее дождаться. Вот. Ну а до второй половины аудитории, ну, на самом деле у меня есть много мата иногда, когда я смотрю новости, но на самом деле, если вот так вот с ними разговаривать, у меня какое-то отторжение, да, то есть им с этим жить, как бы я даже не хочу это трогать, вот так скажу. Дякую вялікі. Кацярына, можна я украду вот гэты ваш зварот, як вот вы пачалі да беларусаў звяртацца, і зараз буду пачынаць свае эфіры такім словам. Беларусы,
Каточки. Да, ну вообще, ну вы знаете, сколько мне просто любви, какой-то любви присылается, передается от людей, даже я нахожусь здесь, вот это вот, у меня есть телефон, нету кнопок на нем, но благодаря ему я получаю очень много любви от белорусов, вообще слов поддержки, и я очень надеюсь, что вот я в ответ стараюсь делиться теми же эмоциями с ними, и я очень надеюсь, что передаю энергию, и это людей подбадривает и помогает им продолжать бороться и не сдаваться. Ну Так што что у ж, нас всё будет хорошо. беларусы, каточки, вы атрымалі зараз зарад энергии и рашучасці. Нет, только не это, никакого заряда энергии, позитива. Тады по-іншаму. З вами была выбітная, выкшталцоная, цудоўная Екатерина... Свободная. Свободная Екатерина Снытина. До сустрэчы. І думаю, што можа быць і ў Новай Беларусі, але калі не, ну, в сэнсе, калі не, вот, не так хутка, то... Все, Змитер, в Новой Беларуси. Зразумела. На гэтым мы скончылі. Катерина Снытина, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовай. Спасибо.